Очередной пресс-подход состоялся во Владикавказе. На этот раз беседовали с министром физической культуры и спорта Аланом Хугаевым. Он рассказал о том, что в новом году главная команда Республики Алания отметит вековой юбилей, а также разработан четкий план развития на годы вперед. Подробнее, о чем еще говорили, расскажет Георгий Запаров. В новом году во Владикавказе откроют современный тренировочный центр по спортивной борьбе. Вольникам, классикам и дзюдоистам создадут все условия для тренировок и прогресса. Об этом журналистам рассказал министр физической культуры и спорта Алан Хугаев. Также новый спорткомплекс появится в Ордоне. Еще одна важная новость. Северная Осетия подаст заявку на финансирование 5000-го дворца спорта во Владикавказе. Почти готовы все необходимые документы. Руководитель ведомства отметил, современные объекты позволят остинским спортсменам достигать самых высоких результатов. Я уверен, что этот проект дойдет до своего логического конца, и пятитысячник начнет свое строительство в 2022 году, начнется строительство этого комплекса, и в ближайшие несколько лет у нас республика получит тот спорткомплекс, который мы заслуживаем. Место определено, место будет находиться между городом Гизелью, есть площадка, где сегодня построен Суворовское училище новое. Вот на этой площадке будет построен 5000-й дворец спорта. Речь зашла и о футболе. В новом году главная команда Республики Алания отметит вековой юбилей. Алан Хугаев постоянно контактирует с руководством и тренерским штабом клуба. По его словам, разработан четкий план развития на годы вперед. А результатом такой работы стало успешное выступление команды. Алания тесно взаимодействует и с академией. Министр спорта считает, выпускники академии скоро заявят о себе и пополнят ряды основной команды. По графику идет и реконструкция республиканского стадиона «Спартак». В следующем году, к концу декабря 2021 года, республиканский «Спартак» будет уже сдан. И мы уже сможем зайти, посмотреть футбол, нашу родную команду, поболеть за нее уже в новом современном стадионе. Алан Хугаев отметил, большое количество детей сегодня занимается в различных секциях практически по всем видам спорта. Северная Осетия и дальше будет активно участвовать в национальных проектах и федеральных программах. Главная задача ведомства при поддержке руководства республики создать спортсменам самые комфортные условия, развивать инфраструктуру и продолжать славные спортивные традиции. Георгий Запаров, Хетак Гапоев, Новости Осетии.